вещь, о которой бы я сегодня хотел очень коротко сказать. И это та вещь, которая, может быть, она будет касаться тебя каким-то особенным образом. Там будут места Писания. Ты сам уже дома можешь почитать об этих местах Писания. Это любая большая трата должна быть согласована с твоим супругом. Дорогая, я купил машину, и она в обморок пдынц. Потому что она уже с твоими затеями сталкивалась. Ты машину покупал, а оплачивала долги за эту машину кто? Аллилуйя! Бытие, если мы откроем 15, с 15 по 18 стих, я очень быстро проскочу по этому месту Писания. Там написано так: Бог создал Адама для того, чтобы он что делал? Возделывал сад, обрабатывал сад. И дальше, через 2 стиха Писания, написано, что Бог создает ему помощницу. Сразу хочу сказать, для тех, кто мечтает выйти замуж или жениться. Жениться. Для тех, кто хочет жениться. Выйти замуж – это другая немножко тема. Если у тебя есть сад, который ты обрабатываешь, тогда Бог тебе даст помощницу. Логично? Ничего не поменялось у Бога. Бог дает помощницу не для того, чтобы тебе по приколу было с кем сексом позаниматься. А то до этого в церкви ругались, этот секс без жены, оказывается, это плохо. Сейчас вот я решу эту проблемку. Ребят, жена только для тех, кто сад обрабатывает. Если сегодня ты висишь на шее у мамы или у папы, и такой: о, я еще жену туда повешу свою. Я не знаю, как тебя назвать, изверг какой-то просто, висящий на шее. Друзья, Бог дает жену как твоего партнера в твоем деле, в каких-то, скажем так, совместных целях, и вы вместе, как семья, потом начинаете двигаться. Интересно, когда мы читаем Евангелие от Матфея, где Иисус говорил о том, что Бог, Он создает одну плоть, и вот здесь тоже в Бытие, во 2 главе там написано, что Бог создает одну плоть. Мне так интересно, как так получается, что у одной плоти разный бюджет? Некоторые люди сегодня с пеной у рта доказывают, если в семье 2 совершеннолетних человека, и каждый зарабатывает свою зарплату, то должно быть 2 бюджета. 9. Когда ты вышел замуж или женился, Библия говорит, вы стали одной плотью. И это одна плоть в материальных сферах, это одна плоть в духовных вещах, это одна плоть в каких-то совместных целях и видении своего будущего. Поэтому я тебе говорю, найди себе жену, с которой ты будешь разделять духовное, душевное и материальное, физическое. Сегодня мы в церквях, кто понимает, там пасторы, они подтвердят, мы разбираемся сегодня с бедами, которые существуют между мужьями и женами, потому что вот этих 3 не было, когда выходили замуж. Просто вот он понравился, все там, кореглазый, вьющиеся волосы, я хочу. А потом ты сталкиваешься и понимаешь, что вам поговорить не о чем, у вас разные духовные ценности. И, конечно, у таких людей, это посторонние люди, у них нет даже общего бюджета. У нас в семье общий бюджет. Но муж глава семьи. Аллилуйя! Муж глава семьи. Что это значит? Ефесянам 5:21. Там написано о том, какой порядок должен быть в семье. И когда дело касается общего бюджета, это значит, что там муж, как минимум, он может быть главой, если он туда что-то принес. А то схемка есть такая, она зарабатывает, я на диване чипсы хаваю, в ютубчике кое-кого смотрю. Зато глава. Так, сколько ты денег сегодня принесла, да тащи сюда. Я глава, я буду распоряжаться бюджетом. Если ты не вкладываешь ничего в этот бюджет, ты не глава, ты нахлебник. Иждивенец, спасибо за красивое слово. Иждивенец, ты кто? Я иждивенец.
Это такое, как будто это. Ты где работаешь? В клининге. Я в иждивении двигаюсь. Да, удачно женился, красавчик. Я на иждивении у жены. Чувак, ты никогда не сможешь стать главой семьи, если ты ничего в бюджет не вносишь. И управлять бюджетом, который составляет зарплата твоей жены, ты не имеешь никакого морального права. Поэтому, если у вас муж сегодня, а он такой борзый, крутой, он красавчик может быть, лежит на диване, такой нормальный человек, но он ничего для бюджета не делает, то послушай, что я говорю сегодня. Вы слышите, друзья? Другая схема есть. К примеру, ты обеспечиваешь, ты мужчина, ты обеспечиваешь весь бюджет. Но так, как это было у бабушек, у дедушек, у там еще каких-то людей, которые были до тебя, у вас жена была умнее в семье, она рулила бюджетом, и она тебе рассказывает. Такая, знаешь, красотка, а она тебе рассказывает, куда тебе деньги тратить. Так, десятину не давай. Это вообще не надо, это не наше. Так, дадим приношение на Новый год, чтобы в Доме Божьем была пища. Не надо тебе с ней советоваться. В этих вещах особенно. Друзья, там написано, муж глава семьи, человек, который управляет деньгами, это глава. Странно было бы, например, есть такие схемы, когда в церквях деньгами управляют бухгалтеры. Деньгами управляют какие-то, я не знаю, там, администраторы. Знаете, если мы читаем Новый Завет, в Писании там очень четко написано, что те, кто руководят церковью, например, если это пресвитеры церкви, или это апостолы были в первой церкви в Иерусалиме, Библия говорит, к ним приносили деньги, и они раздавали, то есть они траты совершали, и они управляли деньгами. Деньги сегодня должны, конечное слово должно быть за мужем, если вы вместе создаете ваш бюджет. Еще одна вещь очень, очень важная и необходимая, Матфея 18 глава. Когда дело касается совместных денег, у нас должны быть совместные цели какие-то и совместные, соответственно, молитвы за эти цели. И там написано, если двое или трое согласятся о чем-либо просить у Иисуса, будет им от Отца Небесного. Это важное слово для семей, для наших сегодня. У вас должна быть общая цель со своим мужем. А не такая, например, муж там молится за Порше, а ты думаешь, какой этот Порше? Я хочу шубу из норки. И все, и там каждый молится о своем в своем углу. Один за Порше, а другая говорит, Господи, не дай ему Порше, пусть эти деньги все пойдут на норку. Никуда не придем. У нас должны быть общие цели. И мы должны вместе, например, муж и жена, вместе зарабатываем. У нас есть какие-то коммунальные платы. Мы это знаем, перед глазами держим. У нас что-то остается. Конечно, мы отдаем в церковь, Богу. Первое что. Потом коммунальные траты. Потом вещи, связанные с нашим питанием. Потом вещи, связанные, например, с какими-то вещами, которые мы носим. И это все мы должны обсуждать и, соответственно, вместе ставить цели и молиться за это. Слышите, друзья? Это нормальная семья, она так работает. И согласовывать свой бюджет, особенно когда большие траты, особенно когда вещи касаются кредитов, это мы должны учиться согласовывать друг с другом. Ты такой сегодня домой возвращаешься после служения вечерком, и там у тебя там джингл беллс дома, там у тебя встречают с фанфарами, тебе, может быть, я не знаю, там мясо по-китайски сделали. Ты думаешь, в честь чего праздник? И жена такая... Купила я лабутены себе, и ты думаешь, Господи, 40 тысяч. Ты нормальная. Мы детям не знали, что им дать в школу. Слава Богу, сентябрь теплый, они все еще ходят в летней одежде. Мы же копили эти деньги не на лабутены, а на то, чтобы детей обуть и одеть и в школу отправить. О, ты меня не любишь. Наверное, мои нужды, наверное, все, в чем я нуждаюсь, тебя это нисколько и ни грамма не волнует. Все, и слезы такие, манипуляции. И ты думаешь, да слава Богу, ходи в своих лабутенах. Я образно говорю, друзья, вот эти места Писания запишите себе. Ефесянам 5, 21, 33. Это суть семьи, какая она должна быть. Там написано, муж любит жену, жена уважает, муж управляет, жена созидает. Муж заботится, Библия говорит, он заботится, кормит ее, одевает, обувает. Некоторые мужья мудрые, они такие, жена приходит, говорит, мне надо лабутены.
Молись давай за эти лабутены. Она найдет чувака какого-нибудь, который откликнется на ее просьбу. И потом ты будешь думать, опа, а откуда это у тебя? Да, есть знакомый. Я бы тоже побоялся. Поэтому, когда она приходит с нуждой ко мне, Библия говорит, чтобы я ее грел, чтобы я о ней заботился, чтобы я ее кормил. Да лучше пусть это будет за мной тогда. Тогда я что-то буду делать, чтобы у нее что-то стало двигаться. Запишите эти места Писания. Дома посмотрите, у нас не так много времени, и мы на этом закончим. Всем пока.